день! В эфире очередной выпуск «Чегемской правды», точнее говоря, его видеоприложение. У нас в гостях писатель Даур Начкебе. Добрый день, Даур. Добрый. Вот начну, наверное, все-таки как бы немного издалека. Исторически как-то так сложилось вот в современной абхазской истории, что тон в абхазской политике, если там брать отсчет там, с 60-х, 70-х годов, занимала все-таки такая активная, в активной такой гражданской политике занимала интеллигенция. Это научная, творческая, и это уже было и в перестройку. Ядро составляли вот те как раз ученые, писатели, деятели культуры и так далее. Но в последние годы, в общем-то, интеллигентов в абхазской политике, вот таких, практически не осталось. Почему? Почему это происходит, что вот как бы интеллигенция, она не то, что даже не участвует в абхазской политике, она практически и дистанцировалась как созерцатель этой политики, комментирующий происходящее и так далее. После войны, разумеется, народ был истощен и физически, и морально. Война нанесла колоссальный ущерб Абхазии, и материальный, и моральный, и ментальный, может быть. И когда осуществилась вот эта вековечная мечта абхазского народа, интеллигенции, в том числе стать независимыми, свободными. И когда к власти пришли абхазы, то есть в руках абхазов, представители абхазского народа оказались у власти, интеллигенция решила, наверное, учитывая и усталость и так далее, и желание заниматься как бы больше своими творческими делами, она решила, что раз у власти находятся представители нашего народа, власть в руках абхазов, то все пойдет, как должно пойти. Пока здесь политические дела не настолько выхолостились, что они приняли форму циничной политической борьбы, политического противостояния внутри абхазского общества. Пока она не приняла такие формы, интеллигенция, ее голос имел вес в нашем обществе, по старой памяти тоже, и по влиянию на события и так далее. Но с годами у нас начались внутриполитические дрязги, появились разные взгляды на настоящее и будущее Абхазии, появились политические организации, движения, партии. И, разумеется, это привело как к расколу абхазского общества, так и к расколу в среде абхазской интеллигенции. И как единая сила, которая выражала коллективную волю и чаяние народа, говоря вот немножко советским языком, но это истинная правда, это была та ситуация, в которой мы жили, как единая сила, сплоченная, интеллигенция перестала существовать. Обвинять в этом кого-то персонально, наверное, не будет совсем правильным и верным, но это следствие наших политических неурядиц внутренних, я так считаю. Но может это следствие того, что вот романтический период закончился? И да, разумеется, наверное, закончился романтический период, было воодушевление сильнейшее, оправданное после войны, что все у нас пойдет как положено. И все это имело место, разумеется. Когда глоток свежего, глоток свободы опьянил, конечно, всех нас. И наши инстинкты и самосохранения, и инстинкты ощущения каких-то угроз, это все как-то притупилось, разумеется, это все имело место. После 2008 года, если меня спросить, после нашего признания России
эти инстинкты еще больше притупились, если меня спросить. Поэтому признание 8-го года имеет огромное значение для нас, позитивное, положительное. Есть какие-то моменты, которые привели в каких-то сферах к негативным последствиям. То есть ты хочешь сказать, что в 2008 году, помимо там действительно того, что мы все, тому, чему мы все радовались, есть, был, в общем-то, огромный пласт проблем, который созрел именно в 2008 году. Да, да. Те проблемы, которые, наш стратегический партнер Россия сказала, вот мы вас защищаем. Выражаясь, может быть, не совсем политкорректным языком, но мы вас защищаем. Теперь, абхазы, мы сами должны уже внутри себя разобраться в том, что нам делать, на что нам сосредоточить свои усилия, как продвигаться дальше. В этом плане мы совершили очень много ошибок в этом плане. И поэтому сказать, что то, что наши инстинкты притупились, это, конечно, не следствие признания, но произошло по нашей вине, потому что мы посчитали, что если мы физически защищены, и нам как бы не грозит война и так далее, и мы, успокоились. Мы посчитали, что как бы главные угрозы абхазскому этносу ликвидированы. Но оказалось, что главные угрозы абхазскому этносу не только физическое уничтожение, не только война, но и есть и другие подводные, не сразу видимые угрозы, которых мы не ощутили и не почуяли. Но мне кажется, все-таки даже развивая эту твою мысль, мне кажется, мы просто самоуспокоились. Мы посчитали, что наше дело сделано. Вот та цель, которую мы достигали, достигнута, и пора уже обедать, называется. Да. Мы достигли главной цели, можем было успокоиться, отдохнуть и так далее, все пойдет по маслу, все будет хорошо. Но суровая жизнь показывает, что действительно, что это не совсем так. И интеллигенция, после того, как она была разделена нашими политическими, внутриполитическими процессами, как единая сила перестала существовать. Есть отдельные интеллигенты. Сейчас ты прекрасно знаешь, что, скажем, на Западе и в России тоже эта традиция, как интеллигенция, как сила уже не существует, в общем-то. Есть отдельные интеллектуалы, которые независимые, которые выражают свое мнение. Если есть у них общее какое-то мнение, общий подход, они могут коллективно письмо написать. И это практикуется не только в России, не только в советское время. Это практикуется и на Западе, и в Америке, и в Европе. Это обычное волеизъявление интеллектуалов, которые откликаются на какую-то злободневную проблему. У нас до сих пор такие отклики были только партийного характера. Кто поддерживал того или иного политического деятеля, ту или иную партию, представители интеллигенции часто подписывали. Помнишь ты прекрасно процессы, которые были при 2004 году? Но и сейчас уже перестали, в общем-то. Сейчас это тоже перестали. Почему перестали? Сейчас пошли такие технологии. Тогда еще политические деятели, в кавычках, были старомодные. Они еще опирались в Абхазии на интеллигенцию, ощущая, понимая, что они еще влиятельны. Сейчас эти люди не герои их романа, нового электората, да? Теперь уже наши политические деятели опираются уже совсем на другие силы, и поэтому интеллигент... На кого опираются? Я вот перебью. Честно сказать, на кого опираются? К сожалению, они мало опираются на интеллект. Они, к сожалению, события последних 15 лет, почти 20 лет же показывают, что череда этих, если называть вещи своими именами, переворотов, они показывают, что они опираются на грубую силу. Как я считаю, какой казус заключен вообще в нашей государственности? Самый главный подводный камень, который существует в нашем государстве. Мы имеем Конституцию.
и имеем государство. Государство, как известно, это орган принуждения, насилия. Происходит госпереворот. Противники начинают заявлять, что была нарушена Конституция. Под таким-то, таким-то, таким-то статьям. Да, наверное, они правы, конечно. Была нарушена Конституция. Но какие меры можно принять для восстановления Конституции и для наказания тех, кто это сделал? Мы принимаем разные законы, в том числе Конституцию приняли, у нас есть Конституция, но насилие, которое по определению имеет право заставлять за собой государство, это насилие у нас невозможно осуществить. Мы кричим антиконституционное выступление, антиконституционный переворот, но при этом власть, как представитель, как государство, верховное представитель государства, в наших условиях не может осуществить насилие против демонстрантов, которые окружили президентский дворец или парламент. А почему это происходит? Ну, вроде бы есть там куча всяких силовых структур, спецназ. Наши условия же в этом плане специфические. Никакой президент, какую бы конституцию ни нарушали, не осмелится стрелять резиновыми, а тем более настоящими пулями. Не обязательно стрелять. Водометом тоже ты не разгонишь их. Это тоже невозможно у нас. Дубинками ты не разгонишь их. Даже если 100 человек соберутся, ты их не разгонишь даже дубинками. Ну, а если не создавать ситуацию? Вот в чем дело. Вот в чем. Раз государство наше не может осуществить насилие, когда нарушается напрямую наша Конституция, насилие, оправданное законом, как бы, насилие в разумных пределах, разумеется, значит, тут что-то не так. Значит, надо переосмыслить. Когда ты вводишь такой закон в Конституцию, наверняка зная, что он неосуществим, тогда, конечно, мы будем выглядеть перед мировым сообществом как нарушители Конституции, постоянные переворотчики, и будут говорить, что эти люди не способны построить государство. И мы сами же кричим, орем о том, что мы нарушили Конституцию. А мы не можем его осуществить в наших условиях специфических. Значит, одно дело разумность правительства, там, президента, властей, которые, скажем, не довели до этой ситуации. Но другое дело, что какие-то деструктивные силы всегда будут в любом обществе, так ведь? У нас в нашей маленькой стране 10 человек могут все на попа поставить, если они решатся на это, так ведь? Поэтому, значит, мы должны очень серьезно подумать над тем, чтобы вот основные законы, касающиеся устройства нашего абхазского государства, чтобы они могли бы работать. Значит, надо придумать какие-то механизмы. Мы идем по тому сценарию, который разработал весь мир. Конституция, силовые структуры там, и так далее, ограждения, маски, бронежилеты и демонстранты. За эти 15 лет опыт показал, что демонстранты обычно добиваются своего. Рано или поздно. Никто их не может остановить. Не получается. Даже если мы представим себе массовую драку, без применения огнестрельного оружия, там, дубинок, даже массовая драка между силовыми структурами и демонстрантами, это уже большой минус и большой скандал с тяжелыми последствиями для нашего общества. Так ведь? Значит, надо что-то... Вот сейчас создал президент комиссию по реформированию, так? Государственного. Ну, она у нас уже 3-я или 4-я комиссия. Все оказались мертворожденными и так далее. Но в данном случае, вот сейчас я думаю, что есть какой-то шанс обдумать всю эту проблему. Я считаю, что эта проблема очень самая серьезная, которая стоит, которая никогда нам не даст работать по Конституции, более-менее приличное государство создать. Ну вот, Даур, мы постоянно сталкиваемся, что там
как минимум 2 раза в год, да, у нас собирается какая-то толпа у президентского дворца или у комплекса правительственных зданий, там, вне зависимости, это парламент, президентский дворец или кабинет министров, но тем не менее, в общем-то, что-то же сподвигает. Как бы дыма без огня не бывает. Мы говорим все время, нарушили Конституцию, да, там, когда вдруг вот таким неконституционным образом сменяется власть. Но, может быть, мы нарушаем ее и до этого. То есть, как государство строят каждый день, да, каждый час жизни этого государства, так можно же и не строить, а как бы создавать проблемы этому государству. Согласен совершенно с этим, что обычно без повода люди не собираются. Значит, какой-то сильный прогул совершен властью. Да, может быть, не такой сильный, но оппозиция – это в природе политической борьбы. Оппозиция – любой неверный шаг властей не использует это. Мы должны признать эти правила игры. Мы же согласились с тем, что у нас должна быть оппозиция. Так что тогда оппозиция, не надо на оппозицию сваливать всегда, что она деструктивна и без повода как бы. Конечно, у нас бывает очень часто, что из мелочи, из мухи делают слона, разумеется. Опять-таки для своих политических целей, да. Тем более зная, что вот тот метод смены власти, о котором мы с тобой говорили, у нас обычно проходит. Да. Поэтому из мухи можно сделать слона и свергнуть власть. Так это бывает, да. И, разумеется, что поскольку во всех этих вопросах виновата, конечно, власть, потому что они главными рычагами принятия решений и осуществления этих решений, они располагают. Да. И власть должна отвечать за свои поступки и за то, что происходит в стране. Ну вот сегодня же мы увидели, вот, допустим, существуют и превентивные меры, да, то есть у событий, допустим, 2014 года, у событий там, января 2020 года, да, все-таки вот как-то эти люди не могли неожиданно вдруг собраться, то есть для этого есть там служба государственной безопасности. Я уверен в том, что я понял твой вопрос и твою мысль. Я уверен в том, что и в 2004 году действующая власть, и в последующих переворотах действующие власти прекрасно все знали. Ну, худо-бедно работали и службы безопасности, и МВД, они все знали, но никто из них не решился превентивные меры какие-то предпринять. Не решились они. И мы имеем то, что имеем. А сейчас то, что произошло, я, конечно, я не знаю всех подробностей, что под всем этим, но если смотреть со стороны, как бы, то как будто, ну, они во всяком случае заявили, что этот человек готовил госпереворот. Это очень серьезно. А могут они это доказать? Вот для меня... Я что хочу сказать. Официально заявлено, что этот человек со своими друзьями готовил вооруженный государственный переворот. Очень серьезное обвинение. Значит, если рассуждать по логике, то значит власть через свои каналы узнала о готовящемся государственном и предупредила этот переворот. На что не решались предыдущие никакие власти. Теперь это очень серьезное заявление властей и очень серьезное обвинение. Власть сейчас проходит, на мой взгляд, испытательный срок у власти, очень серьезный испытательный срок. И те коррупционные дела там, в республиканском понятии, которые они начали расследовать, сейчас зависит от этого, от того, как это, если они убедят. До сих пор ведь ни одна власть абхазская послевоенная не убедила общество, наше общество в том, что перед законом все равны. Дор, ну, сейчас ты сказал о борьбе с коррупцией, республиканская больница. Ну, и
Ты думаешь, что это вот имеет какую-то перспективу, что вот есть там куча дел, которым занималась контрольная палата на миллионы денег? Говорю, да, я сейчас закончу. Ни одна власть абхазская за послевоенный период не убедила наше общество, что перед законом все равны. Без этого посыла невозможно построить нормально правовое современное государство демократическое. Так ведь? Но этого у нас еще не было ни разу. Теперь заявка на то, что нас убедят в том, что перед законом все равны, потому что они вчерашнего своего соратника обвиняют в таком серьезном деле. Если, почему я говорю испытательный срок, власть должна убедить нас в том, что перед законом все равны. Мы будем следить за тем, как пройдет этот процесс. Если этот человек виновен, его по нашим законам должны наказать. Если не виновен, они должны его выпустить. Невинного человека держать в тюрьме и сажать, это ни в коем случае же нельзя делать. Это же нарушение всего и прав человека, и законов, и так далее. А то коррупционное дело, конечно, есть более кромненькие какие-то, наверное, дела, но это дело, как бы оно стало какой-то в некотором роде лакмусовой бумагой, потому что обвиняют очень заслуженного человека, героя Абхазии. Мы все его прекрасно знаем. Здесь более резонансным оно становится, потому что здесь очень как бы тронули. Но, грубо говоря, другие коррупционные дела как бы есть, наверное, там. Но в данном случае оно более резонансное, мне кажется, потому что и как это проходило, то, что пишут, я не знаю, насколько это верно, но одним словом, это будет испытание для нашей власти, но не только для судьбы этой власти, это будет испытание для нашей государственности. Ну, Даур, вот смотри, у нас всегда есть такой, все-таки ориентируется и в политике, и вообще в жизни. Страна маленькая, народ маленький, да, и так далее, все друг друга знаем. И ориентируются, в общем-то, на людей, конкретных людей. Личности. Да, на личности. Ну, я, допустим, сейчас двух остальных фигурантов по делу врачей не знаю, но очень хорошо с детства знаю Даура Гургуля. Аполлона. Да, Аполлона, да, по паспорту Аполлона, но я его с детства знаю, и всю семью, большую Гургулевскую, да, она, ну как, относительно большая, это маленькая фамилия, но вот я их всех практически знаю, и я знаю, что он очень скромный по жизни, да, очень скромно живет, и он у меня всегда ассоциируется с Нивой, старой Нивой, на которой он ездил. Ну, его братья тоже. Это, ну, в общем-то, это не образ, ну, вот этот образ классического коррупционера, он, ну, никак не вписывается. Абсолютно, да. И общество, естественно, это, знаю, наверное, как бы Даура не только я знаю, очень многие знают, да, и всегда с положительной стороны. И общество оценивает, да, смотрит на этот процесс. То есть вы... Тут людей, которые... Вы акул не сажаете? Да, миллионы там свистнули, не берете. Миллионы, да. А вот такого интеллигентного, который может быть как бы просто как бы, даже может быть не глядя что-то подписал, да, и берете его как бы и создаете огромные как бы проблемы не только, допустим, Даура. Мне кажется, вообще обесценивается вообще этот как бы борьба с коррупцией, она начинает приобретать некое такое совершенно другое звучание и другое видение. Да, это будет похоже, если вот на то, что это просто постановка, ну так, для галочки. Хорошо. Я вот, все-таки мы говорили о Бахре Авицба, да, но мы и говорим о законе, о Конституции и так далее, и это все-таки такой политический процесс, наверное. Ну,
Но Я так не или знаю. иначе, ну, допустим, я Нет, как бы если- пофантазирую, Да. как бы, ну вот, допустим, служба государственной безопасности заявила о том, что вот она подозревает его в организации, да, по подготовке там государственного переворота. И, ну, в принципе, можно и, конечно, это дело до суда довести. Да, до суда довести. Я не знаю, как там с приговором будет. У нас такого рода приговоры, они все равно так или иначе там опираются не на силу закона, а там на политическую конъюнктуру. Так, ну, я как бы, исходя из тех процессов, которые там в истории Абхазии складывались, но, тем не менее, как бы, условно говоря, дело дошло до суда. И власть, наверное, все-таки, мне кажется, ну, я для себя задаю вопрос, готова ли она доводить это дело до суда, потому что здесь речь идет о госперевороте, но наверняка там Ахравицба, он может как бы не действовать в рамках вот этого отписанного сценария. Он может говорить, там, допустим, о событиях там, 2020 года и так далее, где, в общем-то, и есть, наверное, больше материала, да, чем того, чего еще не произошло. Готова ли власть, допустим, идти вот на вот такое? Я не знаю, я не могу сказать, но все это выглядит, конечно, очень проблематично. Случай очень непростой и для власти, и для государства, и для нашего общества. Ну, ты сам говорил, что личности и фамилии. Ну, он тоже представитель большой фамилии. Конечно, его фамилия, ну, такое обвинение, представитель их фамилии, такое обвинение, госпереворот вооруженный, это значит, что могло, может быть, вооруженный госпереворот, как бы, автоматически, наверное, означает, что это может пролиться кровь. Так ведь? Вооруженный, это значит, это может пролиться кровь. А Но, если у нас прольется кровь? ну, это понятно, да, мы таких перспектив даже в страшном сне не хотим видеть. Тем не менее, вот, отталкиваясь от этой ситуации, там, ну вот, и возвращаясь к началу разговора об интеллигенции, вот российские, группа российских деятелей культуры, и там есть и известные личности, там режиссер, которые, да, поддержку. да, Меньшов, там Захар Прилепин, писатель, там и другие там певцы, там писатели, режиссеры и так далее, они там в защиту там Ахравицба выступили. Но, допустим, у нас в абхазской интеллигентной среде я вот как бы вообще никаких комментариев по поводу там, допустим, произошедшего, не осуждающих, не защищающих там, ну то есть служба государственной безопасности говорит, что была у нас попытка госпереворота. То есть вот таких каких-то таких форм, давайте жить по закону или так далее, я этого не увидел. Я этого не видел, наверное, и в 2014 году, и в 2020 году, то есть вот этого не было. Почему вот как бы абхазская интеллигенция в основном дистанцировалась? Я опять говорю о абхазской интеллигенции как единой какой-то силы, как... А может, это хорошо, что она дистанцировалась? Ну, может быть и хорошо, потому что, в конце концов, же у нас есть, слушайте, законы. У нас есть Конституция, опять-таки, у нас есть законы, у нас есть службы, которые... Но мы же верим в то, что ну, там всюду сидят абхазы, в основном и наши люди, которые постараются это все дело по справедливости решить. Ну сейчас вот по поводу Ахравицба, что может сказать интеллигенция? Мы же не знаем всего пока. Пока нету следствия, нету обвинительного заключения, нету доказательств того, что он это собирался делать. Но как бы формально то, что его задержали, как бы входит, ну, процедура же была проведена, там, в Верховный суд и так далее. Хорошо, оставим Ахравицба в покое.
нас в парламенте на прошлой неделе очень активно так схватки были, пикировки между депутатами по поводу антикоррупционного законодательства, изменения статей. Декларация доходов. Да, декларации доходов и так далее. Но могла бы, допустим, вот эта идея как-то объединить интеллигенцию? Да, я понимаю, там у нас, в общем-то, деятели культуры там, да, поделились по лагерям и так далее, но все-таки такая нейтральная тема, которая влияет на нас. Интеллигенция, как в целом наше общество, сильно разочарована, к сожалению. Это не оправдывает, конечно, но наша общая интеллигенция, наши интеллигенты, наши интеллектуалы, они сильно разочарованы в том, что происходит и происходило. Мы убедились, очень много правильного было сказано интеллигенцией и другими людьми за эти 30 лет. Очень много было правильного, верного сказано нашими старейшинами, нашими известными людьми, ветеранами. И на экранах по телевизоров, на страницах газет за эти 20 лет, если возьмем последний отрезок, как бы, очень много было верного сказано. Ты прекрасно помнишь, когда я был в Айтаре, возглавлял газету, я считаю, что мы тоже тогда говорили очень много верного. Очень много верного. Та повестка до сих пор актуальна? Конечно. В полном? Почти в полном объеме до сих пор актуальна. То есть мы 20 лет практически топчемся на том же самом месте. Нет, мы даже пошли назад. Ну, мы убеждаемся в том, что как глаз вопиющего в пустыне. Никто ничего не хочет слышать. Политики не хотят абсолютно слышать, делать выводы. Они прислушиваются, пока идут к власти. Очень даже внимательно прислушиваются. Но или они играют, я не знаю, или делают вид. Но когда они приходят во власть, там, наверное, там совсем другая аура, совсем другие. Может, поэтому ты недавно перед этим говорил, что этот розовый период или там романтический период, может, наивные, наверное, мы, в общем-то, наивные. Может, интеллигенция опять-таки рассуждает по каким-то более и в моральном, и в нравственном плане каким-то более чистым лекалам, чем политики. Наверное, так и есть, потому что мы имели возможность в этом убедиться за эти 20 лет. Но столько было сказано, кто-нибудь из властей имущих сделал выводы какие-то. Я не вижу этого, чтобы они прислушивались к мнению. Не вижу этого. Ну, у Станислава Ежелец есть такой афоризм, помнишь, конечно. Вот. Пробьешь ты головой в стену, и что будешь делать в соседней комнате? Столько было сказано, и что абсолютно все обезличено, абсолютно никакого общественного мнения в Абхазии, да, и мнение интеллигенции, мнение интеллектуалов наших, творческих деятелей и так далее, никакого влияния не оказывает, может, я слишком резок, почти никакого влияния не оказывает на решения, принимаемые теми, кто имеет право принимать эти решения. Но с другой стороны, может быть, опять же, здесь кризис, наверное, в личностях сейчас, если вспомнить, допустим, кто там в разные периоды абхазской истории задавали тон в этой среде, интеллигентной среде, да, сейчас тоже, наверное, уже кризис. Вот ты писатель, тебе уже 60 лет, извини, что я как бы говорю о твоем возрасте, но ты до сих пор считаешься молодым писателем, потому что за тобой, в общем-то, уже практически мало кто есть. Раньше, допустим, и писательский мир был очень богатый, да, и... Это может быть не совсем так, потому что есть, к счастью, и молодая поросль, и молодые поэты, и критики. Там, в общем-то, мне кажется, что
Но если возьмем Европу и Запад, то там и писатели, и художники давно уже имеют свою нишу, свой круг. И при этом они, вот во Франции, например, интеллектуалы там очень влиятельная сила, очень влиятельная сила. При этом они не кооперируются по принципу там, каких-то корыстных союзов, корыстных интересов. Нет. Они все же единый организм. У нас такого единого организма нет. При всем при том, скажем, они могут относиться к разным политическим силам, но в судьбоносных вопросах для страны, скажем, для Франции, они все едины. У нас тоже так, разумеется, но что Абхазия должна быть независимой, и никуда не входить, и что отношения с Грузией будут всегда как суверенные государства соседние. В главных концептуальных вещах власти и интеллигенция, конечно, не сходятся. В этом плане мнение народа, в общем-то, это не только интеллигенция абхазской. Мнение народа, оно власть слышит, потому что власть не может по-другому себя вести, разумеется, абхазская власть. Но есть вещи внутри абхазские, где надо прислушиваться к интеллигенции. Но этого... Ну вот на твой интеллигентный взгляд, что, в общем-то, не хватает нашему государству для того, чтобы более-менее быть стабильным в своем развитии? Ну, знаешь как, это опять-таки звучит наивно, что хорошая власть, скажем так. Ну, Нашей стабильности не хватает хорошей власти? Да, вот, нет, это утверждение наивное, в общем-то. Я думаю, что это утверждение наивное, потому что такое хорошая власть? Я не знаю, что такое хорошая власть. Я тоже не знаю, что такое. Я могу сказать, что такое умная власть. Умная власть, которая не делает каких-то ляпов, явных и так далее. Но хорошая власть, мы все же с тобой знаем, что такое хорошая власть. Хорошая власть – это которая думает о стране в первую очередь. Думает о стране в первую очередь. Хорошая власть – это которая может пожертвовать собой ради этой страны, ради этого народа, как было в войну, скажем. Нам нужна такая власть, которая готова. Нам нужны такие президенты, такие премьер-министры, такие министры, которые, в общем-то, идут туда служить, вплоть до того, что они готовы положить голову за эту страну. Но и свои личные интересы, которые ставят на второе, третье, там, и так далее, 10-е место. Вот что такое хорошая власть. Когда она у нас? Когда она у нас будет, я не знаю. Но нужно, наверное, какое-то потрясение опять, но нам нужны такие потрясения, чтобы такая власть появилась, такие люди, что появились. В войну было такое, после войны такого нет, но это, наверное, тоже не всегда это возможно, но вот это что такое хорошая власть. То есть, если говорить без пафоса, хорошая власть – это власть, которая служит народу, слушайте. Амац зло, зыжло, румац зло, вот это и есть хорошая власть. Но если власть думает только о себе, о своих дивидендах, о своих бизнесе, скажем, если такая власть, она, конечно, плохая, в общем-то. И пока власть будет думать в первую очередь о себе, и она будет идти во власть, представляя Абхазию как мини-бизнес-проект, конечно, у нас будет такое. И это будет очень долго. Нынешняя власть, тенденции тебе как нравятся? Власть, поведение, год уже. Я лично знаю Слана Бжаня, общался с ним долго. Я могу утверждать, что он очень умный человек, он очень порядочный,
Интеллект у него высокий, высочайший. Но способен он, по-твоему, Я как-то думаю- изменить? Я думаю, что он способен. Я думаю, что он способен. Но этот год, конечно, есть какие-то объективные причины, которые не позволили ему, наверное, развернуться. Но, во всяком случае, из того, что я слышал от него, из его видения, какой должна быть Абхазия, это очень хорошее видение и правильное видение, я считаю. А есть что тебя не устраивает, допустим? Но я как-то говорил, ему тоже говорил, кстати, и недавно всякая власть в Абхазии на второй день начинает терять свой рейтинг. Понижение рейтинга происходит после первых же назначений. Почти всегда так было у нас в Абхазии за последнее, послевоенное время. После первого же назначения сразу же иногда даже обрушивают рейтинг власти рейтинг президента. Но скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты такой. Тебя это как-то не смущает в этом плане? Поэтому эта власть тоже, конечно, но это тоже реальность. Очень, наверное, трудно президенту против этого. Но у меня такое чувство, что, зная Аслана Георгиевича, что в каких-то вещах его сильно подвели. Ну, у нас каждого президента подводят. Да, его сильно подвели, и, может, даже где-то и подставили, что людям, которым он верил, может быть, они как-то с ним, ну, в общем, не оправдали этого доверия. У меня такое ощущение есть. Но это всего лишь год прошел, и были объективные причины, в первую очередь, это пандемия. Но я очень надеюсь, что Этот год будет лучше, да? Да, что атмосфера там изменится. власти тоже, и он предпримет более радикальные шаги, мне так кажется. И потом, знаешь, мне кажется, что отсутствие премьер-министра, в данном случае Александр Анкваб, тоже как бы сильно влияет на ситуацию. На стабильность. То есть он надеялся все-таки, ну, я как бы знаю, Да, что да. основное там внутренними вопросами Да. Александр Вот, Анклав он, занимается, внешними К счастью, он. он уже пошел на выздоровление, он уже выписался из больницы. И Наверное, он вернется, и они, как поется в пионерской песенке, дружно продолжат служить своему народу. И это я говорю без пафоса, потому что эти люди уже доказали, что все же главная сверхзадача их жизни – это служить абхазскому народу. Это я говорю без пафоса, без, и без лести тоже говорю. Хорошо, на этой такой не пафосной ноте мы все-таки закруглим свой разговор. Я еще раз напомню нашим читателям, ну, я как бы условно уже привык, да, что газету читают, но теперь газету можно и видеть, да, ну, по крайней мере, тем, которые заглядывают в Чегемскую правду, что у нас сегодня в гостях был физик и лирик в одном флаконе, писатель Даур Начкебе. До свидания. спасибо.